Айше Велеляева. Селям алейкум, урметле масафрлер. Добро пожаловать во вселенную Ине. Каждый из вас был избран, чтобы на несколько мгновений оказаться в мире будущего и открыть для себя новые невероятные технологии. Добро пожаловать на орбиту Haradinges Production. Мы начинаем. И проводником в нашем путешествии сегодня станет кодировщик смыслов, переводчик рефлексий Ленора Дюльбер. Селям алейкум. Селям алейкум. Чохсав у нас. И, конечно же, Алим Аблаев. Сегодня он будет моим декодировщиком и внутренним голосом для того, чтобы поддерживать связь с вами. Ленора Ханум, как вы? Я Готовы нормально. к нашему путешествию? Я нормально. Более того, я уже покинула планету Сувдах и в ожидании, и в предвкушении чего-то особенного и интересного. Как вы думаете, наши гости уже о чем-то догадываются? А давайте мы их и спросим. Небольшой орбитальный опрос. Кто готов поделиться своим мнением? Нет? Желающих? Так, селям алейкум. Что нас сегодня ждет? Скажите, пожалуйста. Алейкум селям. Я думаю, что какая-то будет презентация крутая. Ага. Крутая, да, презентация, да. Однозначно крутая. Поехали. Селям алейкум, как вы думаете, что нас сегодня ждет? Я думаю, тоже презентация, либо какой-то проект новый. Селям алейкум, люди с этой тепленько. стороны. Бей, селям алейкум. Что нас сегодня ждет? Вы, может быть, в курсе уже? Судя по предыдущим ответам, презентация, может быть, новый проект. И в целом хочется сказать, что действительно долгожданные такие вот вечера. И я думаю, что сегодня будет 100% круто. Да, однозначно. Чох сагу у нас. Мне Итак, определенно нравятся ответы наших гостей. Да. Определенно. люди, по-моему, не знают. Сагу у нас, вы невероятно смелые. Прийти по смс-ке, где не указано, что это все равно, чтобы пройти по ссылке, где, там, заходите, и вас ждет невероятный сюрприз. Вы знаете, Алимбей, мне кажется, что просто степень доверия к студии Haradinges Production настолько велика, что люди придут даже с закрытыми глазами. Окей. Чох сагу у нас. Тогда давайте продолжим открывать вам глаза и сразу перейдем к этому, так сказать, арт-объекту. Вы не в курсе, что это за арт-объект в таком лаконичном, я бы сказала, сдержанном стиле? Практически черный квадрат, да? Чувствуется рука мастера, Нариман Ага это исполнил, а мы для вас сейчас снимем эту завесу, приоткроем эту тайну. А пока Алимбей пытается снять эту завесу, я должна вам напомнить, что сегодняшнее наше мероприятие, как, впрочем, и многие другие наши мероприятия, проходит в гостях у наших партнеров и друзей банкетный зал Ешеляда. И не, что бы это ни значило. Появление, как вы уже заметили, Ролан Бея, то есть диджея Бибека, наверняка уже о многом говорит. Но чтобы фантазии слишком далеко нас не завели, я предлагаю пригласить на эту сцену Ролан Салимов, диджей Бибек. Салям алейкум! Чохсау. Прежде чем мы начнем этот разговор, я надеюсь, невероятно запоминающийся, давайте мы вас познакомим с партнером нашего мероприятия. Прикоснитесь к будущему вместе на самой масштабной VR-арене в Крыму VR Venom. 300 квадратных метров игровой арены, свободного передвижения в шлемах Pico 4, лаунж с PlayStation 5 и вип-зона для банкета. Взрослые и детские праздники, тематический тимбилдинг от ивент-менеджера. Вы полностью погрузитесь в мир игр в жанре фэнтези, в стиле экшен, в командные сражения или одиночные игры в невероятной, максимально реалистичной графике. VR Venom. Вся фантастика стала реальностью. Чохсагунус. Ролан Бей, мне кажется, мы перетянули с интригой, и давайте снимать все просто иллюзии, снимать все занавесы, раскрывать интригу. Вообще, что это за вселенная Ине? Салям алейкум, дабаркире. На самом деле, действительно, интрига держалась достаточно очень долго, планомерно.
Я старался ее не касаться, а доверился рабочей команде, которая именно работала над этим проектом. На самом деле это не просто творческий проект, это творческий взгляд в будущее. Мне бы хотелось бы, чтобы мы помнили не только наше прошлое, а настоящее, но и уверенно смотрели в будущее. Ну так что это? Что за творческий проект? У него есть определение? Ну Скажем, вскрывайте тайну, вскрывайте. Мой творческий взгляд, эксперимент, скажем так, который я все-таки решился воплотить с помощью той команды, с которой я работал, Haradines Production. Ну, Ролан Бей продолжает держать интригу, но я все-таки раскрою эту тайну. Это видео. Да, спектакль. Видеоспектакль, да, с такими нотками футуризма. В народе его принято называть видеоклип. Да? Ролан Бей, вот первый вопрос, который, мне кажется, станет логичным в наше сегодняшнее время. Вообще видеоклипы сегодня проходящая такая валюта, скажем так, конвертируемая, да? То есть разве нужны сегодня видеоклипы для того, чтобы общаться со зрителем? Оно вообще надо? Мой внутренний голос проснулся. Я с вами полностью солидарен. Я считаю, не просто надо, а необходимо. Я думаю, что всем нам, и зрителям, и артистам этого очень не хватает, как воздуха прям. Потому что творчество на самом деле не имеет границ. Видеоклипы — это самовыражение. Это не просто картинка, это не просто бегущие кадры, это не просто артист. Это все в совокупности должно работать. Это лицо артиста, это лицо его творчества, визитная карточка, если хотите, продвижение его творчества. А уже вы, дорогие слушатели, зрители, вправе выбирать, кто вам больше нравится, любить жанры, любить песни, любить артистов. Это проводник, с помощью которого артист заставляет себя влюблять в свое творчество. Это не просто видеоклип. Ну, мне все-таки хочется узнать мнение ваших коллег. Я видела здесь в зале очень много ваших коллег. И Арсен Бей, и Риана Ханом, и много-много других. Алим Бей, поможете? Давайте я вам помогу, да. Насколько нужны видеоклипы во времена социальных сетей, когда, определенно Здесь у нас расстояние артисты между собрались. зрителем и артистом сократилось? Селям алейкум. Алюми Ариф, я вижу, тут притаилась. Как вы думаете, нужны нам клипы сейчас? Да, очень нужны. Когда мы от вас дождемся клипа? Дождетесь. Смерть. Скоро? Да, будет. Окей. Правильно, Тухтанус. Клипы — это достаточно дорогостоящая вещь, к сожалению. Поэтому я думаю, что со временем мы все к этому придем. Чок сағылыңыз. Исабей, вы подсказывали, у вас тоже мнение наверняка есть. Я просто чуть знаком с творчеством Алиме Шерфе, очень красиво поет. Я вот предлагаю, если бы Haradines проспонсировал и снял, то я думаю, она прям завтра сняла бы что-то. Дограма? Пек дохра. А так хотел сказать, что вот мы с Ролан Ага тоже коллеги, хотелось отметить. Ролан Ага, вот вы блистаете сегодня, машаллах. Стараюсь не Чок отставать. сағылыңыз. Чохсар у нас... Клипы нужны, как видите. Нужны. Ролан Бей, вы знаете, мы сегодня все ждем от нашего разговора какой-то честности, искренности. Правда, эту честность, вашу искренность некоторые коллеги и ваши подписчики и зрители называют скандальностью. Прокомментируйте? В моем понимании это просто, назову так, я просто выражаю свою позицию и свое мнение. И это нормально. Я считаю, что у каждого, особенно творческого человека, должно быть свое мнение. Он должен творить не так, как кто-то хочет, а так, как чувствует. И благодаря этому он будет индивидуален, эксклюзивен, узнаваем. Вот. По поводу скандальности глубже, да, если так разобраться, но также интереснее жить. Ну, скандалы, да, они интереснее но зрителю. скучно, когда, допустим, вот я знаю, что в шоу-бизнесе в мировом даже проплачивают, что просто был скандал на ровном месте, да? Даже платят за это для того, чтобы вызвать интерес у зрителей. Это своего рода какой-то такой вот коммерческий ход для того, чтобы привлечь к себе внимание. Может быть, я не исключение. Я какой есть, такой есть. Я просто отстаиваю свою позицию, свое мнение, свое видение. И хотелось бы мне
может быть, в какой-то степени передать более глубже свою мысль и свои идеи в такой форме, наверное. Вы знаете, мы с вами недавно за чашкой чая обсуждали ваши мысли и идеи, и я позволила себе очень гадкую вещь. Я зафиксировала несколько ваших фраз, и, если позволите, я их озвучу на суд зрителей, так сказать. «Из-за консерватизма и предрассудков мы ломаем наше будущее». Фраза номер 1. Это опять-таки мое мнение. Я его не навязываю, это мое субъективное мнение. Я считаю, что нам мешает немножко вперед развиваться наш консерватизм. В творчестве в том числе. Я думаю, что не стоит чего-то бояться. Не стоит бояться экспериментов. Не стоит бояться ничего нового. Потому что только через это мы можем изобрести хоть какой-то велосипед. Понимаете? Если мы будем вариться в себе, то ничего в будущем у нас особо не получится. Но я считаю, что поколение меняется, и со временем, я думаю, что новое поколение все равно, хотим мы того или нет, будет смотреть на многие вещи по-новому. Прошлое – это уже прошлое, а надо жить будущим. Ну, не в присутствии Серверага Какура будут сказаны эти слова. Серверага – это мое субъективное мнение. Еще одна ваша фраза, которая меня зацепила, как обычно. У нас нет запроса на оригинальность, он только появляется. О ком речь? О музыкантах, о слушателях? О ком речь? Кого вы имеете в виду? Должен заметить, что в последнее время у нас уже появился такой запрос на оригинальность. Это чувствуется по танцевальным коллективам, по исполнителям новым, которые заявляют о себе. Это очень чувствуется. Единственное, что где-то не хватает какого-то может быть, мастерства, уверенности, но они к этому идут. Я это чувствую, не только я это чувствую, это многие чувствуют, потому что многие из вас с удовольствием ходят к ним на концерты, поддерживают. И мы все радуемся, когда мы видим, что в чем-то у нас из застоя, да, вот мы продвигаемся вперед и показываем что-то новое. Это же прикольно. Благодаря этому и у артистов появляется стимул творить дальше. Скучно делать все одинаковое. Это у вас претензии или амбиции на творческое наследие? У каждого артиста, у каждого творческой единицы, скажем, личности должны быть амбиции. Иначе он не поедет вперед. Он будет стоять на месте. Благодаря амбициям мы все идем вперед, мы все творим, мы даем выбор нашим зрителям, слушателям. Это важно, иметь выбор, выбирать. Вот мне нравится эта музыка, мне нравится этот артист, мне нравится этот танцор. Это же круто. И все вместе мы будем достигать гораздо большего, чем мы могли себе представить. Саунус. Сау. Ну и опять, вы знаете, у нас ни одна дискуссия точно не пройдет без упоминания свадьбы, а одна из ваших прекраснейших фраз, ярких фраз, она как раз была про свадьбы. И вот в присутствии и Рианы Ханума, Арсенбея и всех тех, кто периодически выступает на свадьбах, я позволю себе ее воспроизвести. Свадьба – это музыкальный Франкенштейн. Поясните, что вы имели в виду? Вау, я думаю, наверное, большинство поняли, наверное, что я имею в виду. Поясню слегка, если мне удастся, конечно. Но главное не оскандалиться сейчас опять. Но почему же? Это же будет экшен. Понимаете? Пока нет. Не понимаете? Нет. Объясню. В моем понимании это когда мы формируем свое творчество из частей творчества других народов. Я мягко так зайду, но все понимают. Ну что же вы, плагиат. Когда мы заимствуем, грубо говоря, чье-то и присваиваем, отчасти, может быть, сами того не хотя, не осознавая, а присваиваем это себе, это не совсем правильно. И вот эти части, которые соединяются вместе, это и есть Франкенштейн, понимаете? Армения, где-то Азербайджан, где-то Балкания. Мы говорим, что нам надо развиваться, при этом мы начинаем стирать свои какие-то все равно фундамент свой. Продолжаю разбирать вас на фразы. Уж простите, Ролан Бей, но вы мне дали повод для этого. Надо выходить из нашего хазана. Да. Понимаете? Чем не устраивает вас наш хазан? Хазан красивый,
он функциональный, но он ограниченный. Понимаете? Побывав за пределами Крыма, мой кругозор реально немножко расширился. Сейчас я окончательно понял, что музыка, творчество – это такой океан мировой, он не имеет границ. Другое дело, как мы его воспринимаем и как мы его подадим. А Казан, наблюдая за нашим культурным движением, я воспринимал это немножечко вот такое закрытое общество, закрытое творческие какие-то идеи, которые направлены на внутренний рынок. И если мы впоследствии претендуем на то, чтобы наша культура выходила на более другой уровень, на более профессиональный, более, скажем так, признаваемый всемирно уровень, нам непосредственно требуется заглянуть за пределы нашего Казана. Так, Ролан-бей, я сейчас буду декодировать. Надо проще и понятнее всем. Я думаю, все поняли, о чем я говорю. Все поняли? Супер. Но, знаете, когда говорят про выход из Хазана, обычно ориентируются на тех, для кого вы делаете, да? Я сейчас попрошу наших режиссеров вывести на экран одну прекрасную картинку. Это про то, как воспринимают выход из Хазана. Это в комментариях на промоушен, скажем так, ролики, которые были перед нашей презентацией, ролики и не. И вот такой вот комментарий прилетел. Что это? Это что, новогодний карнавал? Вы уверены, что наша публика готова воспринимать вот этот вот, вообще готова выходить из Хазана? Я связываю это в первую очередь с недостатком информации. Плюс нестандартный подход с промоушену, скажем так, этого мероприятия. Комментарии говорят о том, что основная масса даже не то, что не готова, она закрыта просто для восприятия чего-то нового, понимаете? Постебаться, может, я грубо сейчас выражусь, проще, чем задуматься, понять, может, поинтересоваться, да? Упрекнуть проще, чем сделать что-то. Разочаровать тоже очень легко. А вот построить себя, построить какой-то проект, это на самом деле очень-очень-очень весомый, очень большой труд, я считаю, в любой сфере. Творческий проект, видеоматериал и не, это будет выходом из Хазана? С моей точки, да. Что вы понимали, провелась огромная, колоссальная работа. Скажите, вот сегодня, презентуя свой проект и не, вы готовы к откликам, к отзывам? Ожидаете вы их? Оно изменит ваше представление о том, как продолжать свою творческую деятельность? Как бы там ни сложилось, я ничего не боюсь. Потому что я себя считаю творческим до мозга и костей. Вот. И я однозначно уверен в том, что в эксперименте рождается что-то новое. Да, может быть, кому-то не понравится, а может, кто-то и влюбится. А может, скажет, ну, давай-ка я, может, еще раз посмотрю, может, я что-то не понимаю. Но, тем не менее, равнодушным никого не оставит, я думаю. Ну, я понимаю, что вы готовитесь к откликам, к отзывам, и я попрошу режиссера вывести на экран еще одно маленькое видео, как подтверждение того, что Ролан-бей действительно готовится к откликам на свой проект. Я позволила себе зайти на страничку вашу в одну прекрасную социальную сеть, и у вас там действительно есть разделчик отклики. Но, вы знаете, у меня есть такое ощущение, что, судя по количеству, их всего 2, что либо вы цензурируете, либо никто не решается вам написать, Ролан-бей. Опа, если проще говоря. Я не... Понимаете, есть просто у меня подписчики, которые, я чувствую, это искренне, активны по отношению ко мне, они интересуются, они комментируют, они говорят свое мнение. Где-то, может быть, это мнение не очень мне нравится, а где-то очень приятно. И как бы на своей странице я все-таки, наверное, имею право отчасти гордиться с тем, что я делаю. Вот. И в какой-то степени это выплескивается иногда вот в таких вот постах, потому что иногда у меня прям ощущение того, что вау, неужели вот... приятно, ё-моё. И я хочу поделиться с этим людям. И это ни в коем случае не хвастовство. Это просто вот, как сказать, вот
частичка того, что я переживаю. Мне хотелось этим поделиться частью. Ну, вы абсолютно правы в том, что у вас есть право на это, и никто вас не будет в этом ограничивать. Поэтому, дорогие зрители, артисты, не скупитесь на отклики, не скупитесь на отзывы. Ролан Би определенно их ждет, причем любые, и критические, и похвальные, абсолютно любые. Но, знаете, я думаю, что мы слишком затянули наш с вами разговор. Я думаю, пора бы уже и посмотреть этот видеоматериал, и посмотреть, точнее, на этот выход из Хазана. Начнем? Sabah arkaya. Bebek Home компаниясы ақылы F-системасының яңа революцион версиясыны тәқдим етті. Бұл кірчіктен де жеп хабар. Сіз умырында зев қалған вақытта бұл роботлар сіздің бұтын F işlerinizni yapar. Bu F автоматизациясының яңа дәврені башлай. Bu технология bizim dünyamızны nasıl dönüştürgenine şahit olacağımız. Bugünden başlap bu innovasyon işlemeler endi bütün bebek dükkanlarında satıla. Senin yanında bu vakitte Gülüşün gibi yıldıray tövbede ay İçinde neler var bilmem ama küyem Öldüremedi bu hasret yardım et Kontrolden çıkan bugün düşüncelerim Uzana tutamayım sana eylerim Araştırma duygumu sınama beni Arama sözlerimde, cevabı gözlerimde Kafesteki ben koksun, bölüm oldum İstersen kurtar beni, bir elini Yanına gidiyorsun, yerine girsin İlacım bezerim, gücünü düşsün Son çekersin, sendeki iğne Yanımda gibisin, bir yere girsin İlacım ve zeherim Gücünü desin, son çekesin Sendeki iğne
Бейбек и не. Çok sağ olunuz dostlar, çok sağ olunuz. Алимбей, как вам клип? Как вам выход из Казана? Супер. Я специально не смотрел, футуристично, ярко, но меня больше интересует мнение наших зрителей. Давайте спросим. Селям алейкум. Поделитесь, пожалуйста, мнением. Сағолнас, вам как, понравилось? Да. Сағолнас, селям алейкум, Тимурбей. Как вам? О, вы нашли самого объективного, конечно, человека в зале. Мне, конечно же, очень понравилось. Машаллах. Супер. Сағолнас, селям алейкум. Поделитесь, пожалуйста, мнением. Это супер, честно, уровнево. Игра актеров, все скомпоновано, смонтировано, ну, честно, это не отличается ни от всех любых других клипов. Просто кайф. Сағолнас, селям алейкум. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Замечательно, просто великолепно. Технологично, мне кажется, Ролан Бей добился того эффекта, которого хотел. Ну, со мной все согласятся, это было великолепно. Чох сағолнас. Оп. Селям алейкум. Как вам? Великолепно. Но это точно не Казан, это великолепно. Другое что-то, да, пофутуристичней. Селям алейкум. Серверага, о вас говорили, поделитесь, пожалуйста, как вам? Машалла, демек мүмкін. Много со временем, и даже не только с нашим временем, а с будущим. Ролан это увидел, почувствовал, то есть шаг вперед сделал, да. Чох сағолнас, мы поздравляем. Чох сағолнас. Ленора Ханум, а вы поделитесь своим мнением? Ну, конечно, как я оставлю вас без собственного мнения. Во-первых, я хочу поздравить вас, что у нас наконец появилась картинка будущего. Она визуализирована, и вот пусть это будет в песне, но тем не менее это первая картинка нашего будущего. Поэтому аплодисменты определенно. А во-вторых, вы знаете, я снова хочу отметить, моя любимая тема, кстати, что эта картинка рождается в пробуждающейся голове женщины. Поэтому все творческие проекты в головах женщин. Чох сағолнас. Вы знаете, Алимбей, мне кажется, нам пора уже представить всю ту творческую команду, которая совершила этот выход в совершенно иную вселенную. Давайте начнем представлять и приглашать. Режиссер Дилавербей Дваджиев. Второй режиссер Рушен Патель. Оператор-постановщик Дамир Якубов. Гафер Эмирамет Умеров. Художник Риза Гафаров. Графика Руслан Мустафаев. Колорист Керим Алимджанов. Стоит также проговорить, что вот этот замечательный баннер создал Риза Бей. Чох сағолнас. И мы продолжаем. Осветитель Фивзи Муратов. Ассистент камеры Джихан Бербер. Рилсмейкер Амина Сейтеминова. Стилист Сусана Халилова. Визажист Зейнеп Ислямова. Стилист по прическам Эльвира Сафарова. Костюмер Эльмира Муратова. Актеры Эльвира Аметова, Лемара Джалилова, Сейтаблаева Адель, Мифаева Эдаль, Риза Гафаров, Зарина Ваапова, Эрвин Миметов. Танцевальная школа танца «Стомп» Коба Антон, Коба Андрей, Касин Андрей, Берленко Павел. И, конечно же, исполнитель и главный герой Ролан Салимов. Саунас. Я хотел бы поблагодарить всех присутствующих здесь, всю эту команду, она замечательная. Каждый выложился как мог, даже больше, я считаю. И они реально помогли воплотить то, что мне реально хотелось.
Для Веру Дладжиеву особенный респект. Я бы хотел, чтобы вы творили так же дружно, качественно, смотрели вперед вместе с Хараденис Продакшн. Вот, большое вам спасибо, Саволнас. И отдельно я бы хотел выделить человека, которого сейчас нету, но которая является автором слов, которая нашла вот ту ине в моем творчестве, написала слова «Это Эльмас Мамбет». Саунс. Большое вам спасибо, Саунс. И, конечно, мы приглашаем на эту сцену генерального директора Хараденис Продакшн Эльзару Ислямову и заместителя генерального директора Лилю Ханам Буджурову. Селям алейкум. Ахшам Шерфинас Харлолсон. Мы рады всех вас приветствовать, наших дорогих, близких друзей, сегодня на презентации нашего творческого проекта, как вы уже поняли, клипа. Вы знаете, для нас было важно именно... Мы много делаем проектов, вы знаете, но не каждый из наших проектов удостаивается именно вот такого праздничного оформления, вот такой вот презентации, чтобы мы собрались и все вместе отметили это событие. Хараденис действительно делает очень много проектов, и одно из наших направлений – это создать такую площадку, на которой бы молодые, можно не молодые, но самое главное, талантливые ребята могли бы реализовать свои амбиции, могли бы идти вперед. И обязательно при этом, конечно, делать много чего полезного для нашего народа, развивая нашу культуру и сохраняя нашу идентичность крымских татар. И вот сегодня, как нам кажется, вот таким вот проектом мы хотели показать некий такой, для нас это действительно некий качественный рывок вперед. Это касается непосредственно формата, стиля, некой технологии съемочного процесса. Для нас это действительно новое, чего мы еще не делали. И это касается, конечно же, также и нашего близкого друга Роланбея Диджей Бека, для которого тоже это где-то новое творческое направление, новая музыка, автором которой он является. Поздравляю всю нашу творческую команду с таким прорывом в плане клипмейкерства. Это была действительно тяжелая работа. Это интересный, дерзкий проект, смелый, амбициозный. Он такой содержательный. И я призываю вас еще раз посмотреть этот клип. И не раз, потому что там есть смыслы. И их немало. Чок сагылныз. Там действительно есть смыслы. И потом, обожаю смелых людей. Просто обожаю. А когда смелость еще сопровождается талантом, получается вот такой дуэт, как Дладжиев и Салимов. И не зря вы друзья. И я знаю, каково... Ни для кого не секрет, кто знает Ролана хорошо, знает, насколько он скромный, иногда просто до зажатости скромный человек. Это и как по-настоящему талантливые люди, он очень к себе самокритичен. Бездарности, они у нас фейерверком, звездами по небосводу рассыпаются. Это смелость преодоления самого себя. Это та творческая смелость, она, извините, не на амбразуру грудью, да? Эта амбразура в творческой смелости может до конца жизни в тебя стрелять, потому что это творчество, потому что это искусство. Оно не живет один день или одно мгновение. Нет, многое живет, но такое не будет жить одно мгновение, потому что там смыслы. А смыслы в том, что пробовать надо. Видели, у нее там на экране написано: «Я бах, попробуй. Выйди из зоны комфорта, сделай что-то новое. Пусть тебе вслед плюют, кричат: масхара, нас Казан лучше всех казанов, потому что он самый казанистый.
Надо выйти и попробовать, споткнуться, упасть, набить миллион шишек, синяков, переломов. Но без этого мы не пойдем вперед. И вот за этот шаг вперед, сейчас вы думаете, что этот шаг вперед, пройдет время, мы узнаем, на сколько шагов скакнули. Çok sağ olunuz. Вы показали пример того, что не надо бояться в творчестве, в жизни, в оценке ситуации, в самооценке. Не надо бояться. Надо жить сегодня, но думать о завтра. Çok sağ olunuz. Sabahlar xeyir. Bebek Home компаниясы ақыллы F системасының яңа революцион версиясын тәкъдим етті. Бу кирчектен дә җеп хәбәр. Сез умырында зев калган вакытта бу роботлар сезнең бутын F эшләрегезне япа. Бу F автоматизациясының яңа дәврене башлай. Бу технология безнең дөньямызны насыл дөңештергәненә шат olacakмыз. Бүгендән башлап бу инновацион эшләмәләр инде бүтән Bebek дүканнарында сатыла. Senin yanında bu vakıtta Gülüşün gibi yıldıray Gökyüzünde ay İçinde neler var bilim ama gülüm Öldüremedi bu hasret yardım et Kontrol için kaybolmuş düşüncelerim Uzana tutamayım sana eylerim Araştırma duygumu sınama beni Arama sözlerimde, cevabı gözlerimde Kafesteki bir koksun, bölüm orzum İstersen kurtar beni, bir eline Nereye gitsem, nereye gitsem, ilacım beni Bir içine gitsem, son çekilsem, sendeki yine Yanımda gibisin, nerede gitsin İlacım ve zeherim Ne içine desin, son çekesin Sendeki inmeyene Ardağımdan imkansızlıklarını Aramızda elektrik telleri Hararetli duygu yağmurları Sılatacak bedenlerimizde Cesaretli ol öldürme sevgimizni Cesaretli ol öldürme sevgimizni Düşüncelerim Uzana tutamayım sana eylerim Araştırma duygumu sınama beni Arama sözlerimde Cevabı gözlerimde Sağ olun. Sağ olun.
Çok sağ olun dostlar. Аплодисменты отдельно роботам нашим. А наш вечер продолжается. Çok sağ olun. Это была презентация клипа «Ине диджей Бебек». Смотрите с удовольствием, наслаждайтесь. Саунас.